Руслан Мамилов – первый и пока единственный ингушский скульптор. Он жил в Джейрахе, здесь же творил. Дом с мастерской был для него духовным пристанищем от шума и суеты городской жизни. В нем он обрел покой и вдохновение. Сегодня здесь находится дом-музей. Школьники, туристы и просто ценители искусства часто приходят сюда, чтобы полюбоваться его творчеством. Но мало кто знает, что сотрудники музея собирали все это буквально по крупицам. Ведь Руслана Израиловича нет с нами уже 25 лет. Мраморная пепельница, сигареты Беломор-канал, которые курил наш скульптор. И вот такие предметы, и шахматы, шашки, которыми, как все знают, он очень любил собирать людей, гостей. И в доме Фирузы Гиреевны и Руслана Израиловича всегда очень было многолюдно. Они всегда умели притягивать к себе образованных, начитанных, грамотных, любящих искусство, творчество людей. И вот за игрой с этими, за шашками, они вот проводили досуги, беседовали. И вот эти моменты, они для нас очень ценные, важны. Руслан Мамилов был не только скульптором, но и прекрасным художником. Он родился 7 ноября 1928 года. Был обладателем многочисленных наград, а его работы до сих пор радуют жителей городов бывшего СССР. Памятник, установленный в Грозном в 1968 году в память о пожарных, погибших во время Великой Отечественной войны, один из самых знаменитых монументов Мамилова. Уникальность этого памятника, что он именно в этом мужчине воссоздал в чугуне, а это очень сложный материал, именно тот эстетический идеал, когда мы говорим на ингушском языке «Гылгай машсиги хузыл, кунах возяхаш долждодош», он воплотил в этом герое. Не менее удачна и его многофигурная композиция «Посланец Ленина» Орджоникидзе. Многочисленные парковые скульптуры в Кизляре, Малгобеке и Гудермесе. Каменный фриз на Новом театре в Грозном. И это лишь небольшая часть его произведений. Сегодня этому талантливому человеку исполнилось бы 90 лет. На мероприятие, посвященное его памяти, пришли родственники, друзья и просто ценители прекрасного. С творчеством Руслана Мамилова я знакома давно. Я сталкивалась и с его рисунками, и с его скульптурами, так как он единственный такой известный скульптор у нас, можно сказать, в Чечено-Ингушетии был. Вот. Но вот сегодняшнее мероприятие, которое вот собрались все его и коллеги, и знакомые, и близкие, я гораздо больше про него узнала, о его творчестве, о его той деятельности, которой он раньше занимался. Такого рода мероприятия, они, конечно, необходимы, чтобы прошлое не забывалось и как бы передавалось из поколения в поколение в будущее. Впервые дом-музей Руслана Мамилова открыл свои двери всем почитателям его творчества в 2011 году. В настоящее время музей насчитывает 554 экспоната, с которыми могут познакомиться как жители, так и гости Ингушетии. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.